Башкортостан должен стать независимым, международно признанным государством, территориальной основой которого станут нынешние республиканские границы с возможным уточнением, о котором будет сказано позже. Башкортостан является государством, на территории которого исторически сформировался и реализовал свое право на самоопределение башкирский народ. Одной из главных задач независимого государства Башкортостан является возрождение и процветание башкирского народа. Республика Башкортостан является единственным местом на земле, где башкирский народ может развивать свои государственные институты, свой язык, культуру, историю и традиции. Главной целью будущего независимого Башкортостана является построение башкирской политической нации. Республика Башкортостан является парламентской республикой. Религия отделена от государства. Являясь многонациональным и многоконфессиональным государством, Башкортостан гарантирует всем гражданам право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Запрещается лишь религиозная или светская активность, направленная против независимости, основ и целостности государства. После падения путинской власти в Республике Башкортостан пройдет учредительное собрание, которое сформирует временное правительство из представителей гражданского общества. Будет объявлен переходный период, на время которого сохранятся отдельные нормы законодательства Российской Федерации. Будет проведена люстрация всех пропутинских сил. Все федеральные партии будут ликвидированы. Единая Россия и Коммунистическая партия будут осуждены и запрещены. Будет оглашена дата парламентских выборов с возможностью создания республиканских партий. Будет обеспечена свобода слова, собраний и предоставлена возможность для ведения политической агитации. Первоочередными задачами Временного правительства станут провозглашение независимости Республики Башкортостан и ее защита, обеспечение законности, борьба с коррупцией и построение государственных институтов. После проведения парламентских выборов и формирования законного правительства будет взят курс на построение демократического правового государства, которое обеспечит равные права всем гражданам Республики Башкортостан. Башкортостан возвращается к административному делению на кантоны, как в 1917 году. На территории Республики Башкортостан предлагается образовать 22 кантона. Кантональные органы власти, глава кантона и кантональное собрание избираются местными жителями и входят в единую систему органов государственной власти Башкортостана. Возглавляет кантон, избранный жителями, глава кантона. Кантональное собрание формируется из глав сельских советов или от их представителей. Главы сельских советов избираются на общих выборах жителями данных сельских советов. В кантонах с компактным проживанием того или иного народа возможно устанавливать официальный язык данного народа. Допускается образование, начиная от младшего дошкольного и заканчивая высшим образованием на официальном языке данного кантона. Внутреннее делопроизводство можно вести на официальном языке данного кантона. В кантонах, где проживают несколько народов в каждом населенном пункте проживания того или иного народа, допускается делопроизводство на языке данного народа. Государственным языком Республики Башкортостан является башкирский язык. Язык межнационального общения на период 30 лет с момента объявления независимости является русский язык. Башкортостан – республика, чья власть формируется ее гражданами. Каждый гражданин Башкортостана имеет право голоса на выборах в Госсобрании Курултай, Нижняя палата парламента, утверждающая правительство Башкортостана, так и в палату кантонов, Верхняя палата парламента, представляющей избранную власть кантонов как в голосовании по одномандатным округам, так и в голосовании по избирательным спискам партий или коалиций. Президент Башкортостана выбирается на совместном заседании двух палат Национального собрания.
Госсобрание Курултай и Палата кантонов. Законы Башкортостана принимаются Нижней палатой Госсобранием Курултай и вступают в силу после подписания президентом. Башкортостаном руководит его правительство. Кандидатура главы правительства вносится президентом и утверждается Госсобранием Курултай, после чего он назначает исполняющих обязанности министров. Верхняя палата парламента палат кантонов утверждает министров в должности. Госсобрание Курултай может сместить правительство, после чего президент должен внести в него новую кандидатуру главы правительства. Президент и глава правительства обязаны знать государственный язык Республики Башкортостан. В Палату кантонов избираются по 2 представителя от каждого кантона. Представители в Палату кантонов избираются гражданами Башкортостана, зарегистрированных в соответствующем кантоне. Один представитель назначается в Палату кантонов от главы кантона. Второй представитель в Палату кантонов избирается на всеобщих выборах данного кантона. В Башкортостане будет своя денежная валюта КУМ, которая будет обеспечена совокупностью разведанных природных ресурсов республики, на которые будет распространяться монополия государства. Одновременно вводится как цифровая, так и бумажная КУМ. Республика Башкортостан будет осуществлять свою экономическую модель развития, основанную на глубокой переработке природных ресурсов с внедрением инновационных и IT-технологий, а также поддержкой частной собственности. Будет проведена национализация всех природных ресурсов Республики Башкортостан. Не путать с огосударствлением, то есть смысл в том, что все природные ресурсы Башкортостана, все, что приносит доход от башкирской земли, является достоянием всей башкирской политической нации. Поэтому, если частные и смешанные компании работают от природных ресурсов нации, это возможно при 2 условиях. Первое. Они должны работать так, чтобы не уничтожать окружающую среду, природу республики, а также не вредить здоровью ее населения. То есть условия контракта должны быть такие, чтобы производитель брал на себя все необходимые расходы по экологическому производству и предотвращению вреда населению, а также нес ответственность за нанесение ему и республике вреда своими заложенными в страховой фонд активами. Второе. Доходы от использования ее ресурсов должны получать не только вся нация в целом, но и каждый ее член. То есть должны отчисляться достаточные средства в твердой валюте в национальный фонд, из которого ежемесячно каждому гражданину республики будет выплачиваться его фиксированная рента. Это позволит нам восстановить в новой форме вотчинное право не только в политическом, но и в экономическом смысле. После того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, будет создана комиссия, которая займется пересмотром отношений республики с собственниками предприятий. Если приватизация предприятий произошли мошенническим путем, то данные предприятия будут возвращены в собственность республики. В дальнейшем произойдет честная приватизация с продажей части пакета акций и сохранением контрольного пакета акций собственности республики. Большой упор власти республики будут делать на развитие туризма, используя богатую природу Башкортостана. Одним из приоритетов направления экономики Республики Башкортостан является развитие зеленой энергетики, включая развитие атомных электростанций. Также Республика Башкортостан, используя свое географическое положение, будет использовать его как транспортный коридор между государствами, которые создадутся за Уралом, и европейскими государствами, а также государствами Средней Азии. Основным приоритетом независимого Башкортостана будет вклад в научное образование молодого поколения башкортостанцев. Будут заключены соглашения с самыми развитыми государствами мира, куда будут отправляться на учебу за счет республики молодые башкортостанцы. Независимый Башкортостан будет заинтересован и стремится к максимально добрососедским взаимовыгодным и конструктивным отношениям с построссийскими государствами, которые могут возникнуть по соседству с ним
на месте нынешней Российской Федерации или с обновленной неимперской Российской или иной конфедерации на ее месте, признающей его независимость. В силу стратегической важности для независимого Башкортостана прямой границы с Казахстаном вопрос Куландыкского района будет решаться либо с Оренбургской республикой, либо тем государственным образованием, что возникнет на его месте, либо соседними республиками Уральский, Татарстаном, Казахстаном. Гражданами Башкортостана становятся все жители республики, которые на момент признания независимости родились или постоянно проживали на территории Башкортостана после принесения ими обязательства на верность Республике Башкортостан, ее суверенитету, территориальной целостности и государственному строю. Граждане бывшей Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан и имевшие право на получение его гражданства, но отказавшиеся приносить обязательства на верность Республике Башкортостан, и дальше смогут проживать на территории Республики Башкортостан в качестве резидентов при условии несовершения ими действий, направленных против суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Республики Башкортостан. Такие лица имеют право в любой момент принести обязательство на верность Республике Башкортостан и получить его гражданство. Резиденты Республики Башкортостан имеют те же права, что и граждане Республики Башкортостан, за исключением права участвовать в республиканских выборах и референдумах, право занимать республиканские государственные должности и право получать безусловный базовый доход от национального достояния башкирской политической нации. Дискриминация законных резидентов в остальных сферах жизни не допускается. В Республике Башкортостан будут созданы свои собственные вооруженные силы, формируемые частично на профессиональной основе, а также из граждан республики, достигших призывного возраста 20 лет. Срок службы в армии составляет 2 года. Отслуживший в армии гражданин Республики Башкортостан имеет право на свободное приобретение, владение и хранение оружия и становится в резервный запас вооруженных сил Республики Башкортостан. Республика Башкортостан, исходя из приоритетов собственной безопасности, сама будет выбирать, с кем ей создавать военно-политические союзы.